Показатели по экспорту цитрусовых в этом году превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом на встрече с президентом Бадры Гунба сообщил председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеце. На сегодняшний день вывезено 5986 тонн мандарин. Это на 297 тонн больше, чем в прошлом году. Фейхоа вывезено 1112 тонн, это на 147 тонн больше, чем в прошлом году. Хурма 214 тонн, на 8,5 тонн больше, чем в прошлом году. Лимоны, как никогда, в этом году вывезено 250 тонн. По сравнению с прошлым годом это на 123 тонны больше. Оказать необходимую помощь экспортерам для того, чтобы беспрепятственно эти товары проходили. Мы с российской стороной достигли определенного уровня взаимодействия. Никаких проблем, как это бывало в предыдущие годы, с перевалкой цитрусовых у нас на границе с коллегами не возникает. Надо сохранить этот высокий уровень взаимодействия с коллегами. Я знаю, что ваши службы очень активно прорабатывают и готовятся к тем мероприятиям, которые сегодня проходят на границе. Надо будет держать это также на личном контроле. Председатель ГТК Отар Хеце ознакомил президента Бадру Гунба с итогами деятельности ведомства за 10 месяцев текущего года. Хеце отметил рост доходов и сборов, а также представил ключевые приоритеты по модернизации и техническому оснащению службы на 2026 год. Основной вклад в эту динамику внес импорт, который увеличился на 10% и достиг 43 миллиардов рублей. Рост обеспечили такие виды, как машины и оборудование, плюс 46%, подакцизные товары, плюс 12%, и минеральная продукция, включая топливо, плюс 4%. Это по сравнению с прошлым годом. Экспорт по итогам периода снизился на 12% и составил 5 миллиардов 25 миллионов рублей. Основное снижение связано с падением экспортных объемов по лому черных металлов, текстильной продукции и также рыбной муки и рыбному жиру. По линии администрирования таможенных платежей за отчетный период начислено 3 миллиарда 758 миллионов рублей. Это выше уровня 2024 года на 347 миллионов рублей и превышает показатели 2023 года на 728 миллионов рублей. План по платежам на 10 месяцев выполнен на 101%. Общий товарооборот Республики Абхазия составил более 48,5 миллиарда рублей, что на 3 миллиарда 200 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 7,3%. Импорт увеличился на 11% и достиг 43 миллиардов 300 миллионов рублей. Рост обеспечен поставками машин и оборудования, плюс 46%, подакцизных товаров, плюс 12% и минеральной продукции, плюс 4%. Экспорт снизился на 12% и составил чуть более 5 миллиардов рублей. По линии администрирования таможенных платежей начислено 3 миллиарда 758 миллионов рублей, что больше показателей 2024 года на 134 миллиона рублей. Платежи исполнены на 102%. Приоритеты на 2026 год включают развитие системы управления рисками, совершенствование таможенного законодательства, внедрение новых информационных решений. Отдельное внимание техническому оснащению пунктов пропуска рентген-сканерами и мобильными ИДК. Проведено более 50 оперативных и профилактических мероприятий, выявлено 219 административных
административных нарушений. В бюджет поступило свыше 7 миллионов рублей штрафов. Продолжена системная работа по укреплению сотрудничества с Российской Федерацией. С 1 января 2025 года начал применяться новый таможенный кодекс Республики Абхазия. Продолжается согласование протокола о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронном виде. Завершена подготовка соглашения с Таможенным комитетом Республики Южная Осетия. Проведены мероприятия на таможенном посту ПСО для обеспечения стабильной работы границы в курортный и цитрусовый сезоны. Президент отметил эффективность работы Государственного таможенного комитета и подчеркнул ключевые задачи, направленные на укрепление экономической безопасности и значительное пополнение бюджета. Ключевая роль Государственного таможенного комитета в формировании, в том числе и в пополнении бюджета нашей страны, она очевидна. В этом смысле нам необходимо усилить работу. Уверен в том, что есть резервы, которые мы должны еще использовать. Я, пользуясь случаем, благодарю весь личный состав. Конечно же, наша главная ключевая цель – это получить полный анализ, полную информацию и полное оформление товаров и грузов, заходящих на территорию Абхазии. Это обязательно должно быть доведено до личного состава. Как только мы выстроим эту систему наиболее эффективно, мы найдем механизмы применения и поощрения сотрудников. Давайте пойдем по этому пути, чтобы мы были честны друг перед другом, ответственны. К сожалению, вот в рамках и правоохранительной деятельности вы знаете, что есть определенные факты, где незаконное пересечение товара пресекается. Это в том числе и благодаря поддержке сотрудников таможенного комитета. Эту работу надо продолжать. Это позволит нам не только на входе, на границе увидеть объем товара, но и это будет возможность для нашей налоговой службы, Министерства по налогам и сборам в полной мере видеть картину того, что завозится на территорию Абхазии. А это дополнительные бюджетные возможности. Мы часто говорим, в нашем обществе часто говорят о том, что надо повышать зарплаты, пенсии, социальные выплаты. Но как это сделать, когда есть проблемы с оформлением, с учетом? Нам нужно в первую очередь решить эти проблемы. И я знаю, что вы над этим работаете. Правоохранители над этим работают, и мы обязательно в этом смысле усилим это направление. В целом показатели положительные, динамика положительная, нам обязательно нужно сохранить эту динамику. Глава государства выразил благодарность председателю Государственного таможенного комитета и всему личному составу за проделанную работу.